«Красные линии» – это первое художественное произведение, посвященное специальной военной операции на Украине. Книга основана на реальных событиях и судьбах военнослужащих на передовой. До начала презентации автор Ивана Соловьева принял ректор РАГУ Олег Угварамия. Он отметил значимость события, так как история, отражающая подвиг героев при выполнении долга перед отчизной, должна оставаться в стенах Госуниверситета. Не будет однополярного мира. Это самая главная задача на сегодня. Для России и для всего мира уже невозможно видеть, как гегемон устраивает эти кровопролития во всех странах, а сам как будто, так сказать, умыл руки. Да. Спасибо огромное. Я хотел сказать, что для меня, конечно, огромная честь, то, что я свою книгу презентую в Республике Абхазия здесь, в стенах Абхазского государственного университета, потому что это центр и научной, и культурной жизни Абхазии. И, конечно, сегодня вот рассказать абхазскому обществу о некоторых особенностях, о героизме наших воинов, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. Это мой долг, честь, гражданский долг. И, конечно, упомянуть и с благодарностью вспомнить тех добровольцев, которые сегодня из Абхазии находятся на переднем крае, там слышится абхазская речь. Ребята ежедневно совершают подвиги, и тоже, к сожалению, есть и раненые, и убитые. И поверьте мне, что этот вклад, что не считают в Абхазии эту войну чужой, вот это самое главное. Нет. Принимают ее близко к сердцу, и поэтому, конечно, вот это одно из первых мест, где такая презентация происходит. Присутствовавший на встрече министр культуры Даурковой пожелал Ивану Соловьеву творческих успехов, выразив уверенность, что красные линии найдут отклик у абхазской аудитории. Очень важно, чтобы молодое поколение, которым сегодня в первую очередь будут презентовать эту книгу, чтобы молодое поколение знало, с чем сегодня мы сталкиваемся, что сегодня происходит в России, с кем ведут сегодня борьбу, почему это все происходит. Очень важно молодому поколению сегодня рассказать о том подвиге, который совершают их же сверстники. Очень важно сегодня рассказать, вы это отмечали неоднократно, о том, что сегодня наши братья находятся на передовой. И действительно, то, что сегодня происходит, мы на это смотрим не со стороны. Мы понимаем, что это наша общая задача. Полная аудитория. Студенты разных факультетов с нетерпением ждали встречу с Иваном Соловьевым. По словам автора, книга уже была презентована в разных городах России, а первая встреча с читателями состоялась в Донецке, в музее Великой Отечественной войны. Мы вот здесь с вами собрались, все замечательно, безопасно, море, воздух. А в Донецке есть одна проблема, как найти такое место, где людям было бы безопасно, потому что если там собирается 5-10 человек, сразу это основание для того, чтобы украинцы дали залп из своей артиллерии. Да, мы знаем, там эти 155-миллиметровые натовские снаряды, они там долетают на очень солидную дальность, и, к сожалению, работают их наводчики, работает разведка. И, конечно, подвергать людей опасности, делать такую презентацию где-то было просто непростительной беспечностью, но руководство ДНР нашло место. Это музей Великой Отечественной войны в Донецке, где основные мощности музейные находятся на глубине 50 метров. Там появилась и новая экспозиция, которая посвящена уже этой войне, где собраны осколки и остатки боеприпасов, которые бьют по мирному Донецку. Это, конечно, мягко говоря, поражает своей жестокостью. Да, это десятки тысяч мелких деталек, вот таких, которые при взрыве разлетаются и поражают все живое, что есть вокруг. Это ракеты .У, которые могут кварталами разбивать дома. Но что я увидел среди этого музея? Я вот специально привез с собой, дорогие друзья, вот такую вот картинку, плакат о сборе помощи, который был в Сухуми. И это, я вам могу сказать, единственный уголок, единственной страны,
которые есть в музее в Донецке. Поэтому вот можно гордиться тем, что Абхазия присутствует там, и каждый, приходящий в этот музей, видит, как Абхазия помогает Новороссии. Это, конечно, дорогого стоит. И еще раз огромное спасибо всей Абхазии вот за такую помощь. Отдельной детективной линией сюжета в книге отражено противостояние российской разведки и контрразведки, попыткам украинских спецслужб и их агентов похитить оружие нового поколения и завербовать военнослужащих вооруженных сил России для работы на противника. Настоящими красными линиями для героев книги станут испытания, через которые им придется пройти. Победить страх, не поддаться искушениям, проявить твердость и цельность характера, сострадание и великодушие. Отдельная глава книги посвящена рассказу о фашизме украинских спецслужб. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Главная задача – не дать опорочить подвиги российских воинов, дать отпор тем, кто искажает суть и цели проводимой специальной военной операции, добавил Иван Соловьев. Конечно, здесь напрямую выходит сама идеология и цель специальной военной операции. Да, мы возвращаем свое, Россия возвращает свое, потому что земли Новороссии были исконно русскими землями всегда. Их Екатерина еще решила, императрица наша, культивировать и селила туда людей. И они поднимали эту Новороссию. Там сотни тысяч наших солдат сложили голову, полили кровью своей. Мы туда огромные деньги вложили. И это историческая ошибка, историческая несправедливость, что эта земля почему-то оказалась в чужих руках. Поэтому мы возвращаем свое, и это не стыдно, это абсолютно правильно. На встрече также присутствовала глава председательства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Отмечая важность мероприятия, он добавил, что Иван Соловьев не только хороший писатель, но и большой друг нашей страны. Те молодые люди Абхазии, которые сегодня с оружием в руках отстаивают интересы Российской Федерации и отстаивают интересы Абхазии. Мы не просто на бумаге стратегические партнеры, а мы на самом деле выросли в одном большом государстве, в Советском Союзе, и продолжаем сегодня жить в дружбе. И Российская Федерация оказывает огромное содействие Абхазии в его будущности. Иван Соловьев подарил несколько экземпляров книги АГУ, а также раздал военнослужащим 7-й военной базы и Министерства обороны Республики. Сария Кварцхеля, Заур Кварча, Абхазское телевидение.